Сейчас эфир продолжит брифинг оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Узнаем о текущей эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе. Изабелла Юрьевна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, об эпидемиологической ситуации в республике на сегодняшний день. За последние сутки в республике было выявлено 88 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Из них большинство случаев, 56, это в городе Якутске. Также зарегистрировано случаи заболеваний в Мигино-Кангаласском районе 14 случаев, в Татинском районе 5 случаев, в Нюрбинском районе 4, в Нюрнгринском районе 3, в Хангаласском районе 2. По одному случаю были зарегистрированы в Алданском, Кобяйском, Мирнинском и Чурапчинском районах. В целом по республике продолжается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией уже 3 недели. На этом фоне, с учетом сезонного роста заболеваемости ОРВИ среди школьников, главным государственным санитарным врачом республики было внесено предложение о переводе учащихся 5-8 классов общеобразовательных школ города Якутска на дистанционное обучение. Также было предложено ограничить групповые занятия в образовательных учреждениях дополнительного образования. Это танцевальные кружки, это групповые занятия спортом. В целом по республике хотелось бы отметить, что продолжается массовая иммунизация населения против новой коронавирусной инфекции. Всего в республику поступило более 114 доз вакцины. На сегодняшний день использовано уже 90%. Первую прививку против коронавирусной инфекции получило более 103 тысяч населения. И вторую вакцинацию получило 57,5 тысяч граждан. Акцент делается на лица старшего возраста, старше 65 лет. И таких лиц охвачено прививками уже более 25 тысяч граждан. Министерством здравоохранения увеличен коечный фонд для госпитализации больных новой коронавирусной инфекцией. И также увеличено количество ПЦР-тестирований. Всего за сутки проведено более 2000 исследований, а в целом по республике более 1 миллиона. На этом фоне призываем всех граждан по-прежнему соблюдать рекомендации по социальному дистанцированию, ношению масок, ограничить посещение массовых общественных мероприятий и избегать массовых мест. Также призываем всех граждан посетить прививочные пункты и записаться на прививку против новой коронавирусной инфекции. Спасибо. Изабелла Юрьевна, спасибо большое. Это был брифинг оперативного штаба по борьбе с коронавирусом с информацией об эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе. Ну а далее эфир продолжим выпуском новостей. Коротко о главном к этому часу. Премьер Михаил Мишустин поручил правительству незамедлительно начать работу над поручениями, озвученными президентом в ходе послания Федеральному собранию. Минпросвещение и Рособорнадзор утвердили расписание сдачи единого госэкзамена. Тем временем будущие медики Нерюнгри показывают свое мастерство в Олимпиаде по акушерскому делу. Премьер Михаил Мишустин поручил Кабинету министров незамедлительно начать работу над поручениями президента, озвученными в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. В частности, предусмотреть отдельные виды помощи для семей, где ребенка воспитывает только один родитель, и с 1 июля назначить им специальную выплату в размере свыше 5,5 тысяч рублей, а также на всех школьников единовременно выделить по 10 тысяч рублей. По словам Мишустина, ряд мер будет направлен и на поддержку родителей. Изменения коснутся выплат по больничному листу по уходу за ребенком до 7 лет включительно, а также материальной помощи беременным женщинам в трудном финансовом положении. Под отдельный контроль правительства будет взят вопрос о возвращении родителям 50% стоимости путевок в детские летние лагеря. Выполнение положений послания – это безусловный ориентир работы правительства. Мы должны сделать все необходимое для реализации этих инициатив совместно с депутатами Государственной Думы, членами Совета Федерации и региональными властями. Не надо ждать формального выхода поручений. Президент все задачи в послании уже обозначил. Начинать эту работу необходимо уже сегодня.
Прошу незамедлительно приступить к проработке поручений главы государства и подготовить необходимую правовую базу. Теперь к новостям региона. По данным якутского УГМС, толщина льда на реках Якутии преимущественно меньше нормы на 10-40 сантиметров. Согласно измерениям, прирост толщины льда на основных реках прекратился и за вторую декаду апреля уменьшился на 1-5 сантиметров. Однако значительные снегозапасы от 110 до 290% месячной нормы наблюдаются на юге, северо-западе, в центральных районах, на западе Ленского района и в бассейне реки Колыма. На остальной территории в пределах и меньше средних многолетних значений. Теперь еще раз об эпидобстановке. 88 случаев коронавируса выявили в Якутии за минувшие сутки. Из них в Якутске 56, в Мегино-Кангаласском районе 14 случаев, в Татинском 5, Нюрбинском 4, Нерюнгринском 3, Хангаласском 2, Алданском, Кобяйском, Мирнинском, Чурапчинском районах по одному случаю. За сутки лабораториями республики проведено свыше 2000 исследований на ковид. Между тем растет число вакцинированных. Из 114,5 тысяч доз на сегодня использованы почти 91%. Первый компонент получили 103 тысячи, второй порядка 57,5 тысяч человек. Пробы снега отобрали в зоне возможного падения фрагментов «Союз-2-1Б» в Кобяйском районе Якутии. Задействованы региональная Минэкологии, спасатели и Роскосмос. Отмечается, что радиационный фон ниже среднереспубликанского значения. Неделю назад, 15 апреля, специалисты начали эвакуацию 2 фрагментов, обнаруженных в Кобяйском районе, после пуска ракеты 25 марта. Спасатели переместили обломки на вертолетную площадку. Оттуда фрагменты перевезут в поселок Сангар для дальнейшей отправки на утилизацию в космодром «Восточный». Следующий запуск «Союз-2-1Б» с космическими аппаратами OneWeb с космодрома «Восточный» пройдет 26 апреля. Районами падения отделяющихся частей, как и ранее, определены территории Алданского и Кобяйского районов Якутии. За запуском космического корабля будут наблюдать школьники из Якутии. Это 20 ребят, которые победили в республиканской олимпиаде «Старт в космос». Они выехали из станции Нижний Бестях в Амурскую область. Дети прибудут в Затоце-Алковске уже завтра, 24 апреля. Там начнут образовательную программу в форме аэрокосмической школы. Им проведут лекции на тему развития космической отрасли России, покажут объекты наземной космической инфраструктуры космодрома «Восточный» и многое другое. Минпросвещение и Рособорнадзор утвердили расписание сдачи единого государственного экзамена. Они пройдут с 31 мая по 17 июля. ЕГЭ начнется с экзаменов по географии, литературе и химии. Самый массовый по русскому языку будет проходить 2 дня, 3 и 4 июня. ЕГЭ по профильной математике запланирован на 7 июня, по истории и физике на 11. Обществознание 15 июня, биология и письменная часть по иностранным языкам 18 июня. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам запланирована на 21 и 22 июня. Информатика 28-29 июня и 2 июля. Затем начнется дополнительный период для тех ребят, кто пропустил основные дни экзаменов. Этот период пройдет с 12 по 17 июля. А уже в эти дни школьники пишут проверочные работы. Это не государственная итоговая аттестация, но по ее итогам оценки ставятся не только школьникам, но и учителям. Ульяна Шагина разбиралась, для чего нужны всероссийские проверочные работы и почему все их так боятся. В прошлом году из-за пандемии всероссийских проверочных работ не было. В этом же ее решили провести. Причем, насколько сложно было к ней подготовиться из-за дистанта, знают только сами школьники и, конечно же, учителя. С сентября первые темы начинаем, и, соответственно, также начинается и подготовка. В столичной школе номер 21 ВПР уже завершили. Известны даже итоги, они неплохие. Сдача началась еще в начале апреля, контрольные проводились каждый день по разным предметам и разным классам. Особенно не повезло семиклассникам. Русский, математика, биология, география, история, обществознание, физика, английский язык. По всем предметам они сдают контрольные работы. Многие родители и дети воспринимают ВПР как ЕГЭ или ОГЭ. Стресс испытывают обе стороны. Для многих он начинается еще на этапе подготовки. Не учились столько времени, да? А сейчас все стали нагонять. Весна, дети уже отвыкли учиться. Сложно удалось ВПР. Это отрывает от учебы, это основной. Постоянно к этому же надо готовиться. Поэтому... Репетиторы вы нанимаете? Я нанимаю. Как это по кошельку ударяет вообще?
Ну, конечно, надо полагать. Сын как-то не очень сдал в этом году, потому что, видимо, дистанционное обучение или что повлияло на качество учебы. Рособрнадзор призывает учителей не натаскивать школьников на эти проверочные работы. Дополнительных занятий быть не должно. При этом, что делать учителям, если по итогам ВПР по умолчанию оценивается их квалификация, и под гнев муниципальных органов никто не хочет попасть. Мы все время говорим о том, что если есть такая проблема, пусть они обращаются к нам. Мы не рекомендуем ни одному органу управления принимать какие-то решения в виде наказания отдельно взятого учителя. В региональном же Минобре добавляют, что ВПР – это мониторинг системы образования в целом. Всероссийские проверочные работы проводятся в целях осуществления мониторинга российской системы образования, совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования в образовательных организациях. ВПР не являются государственной итоговой аттестацией. Они представляют собой аналог годовых проверочных работ, которые проводились ранее в школах. Причем решение о том, выставлять ли отметки обучающимся по результатам ВПР, принимают сами школы. Результаты ВПР не влияют на выставление годовых отметок, на получение аттестата и на перевод в следующий класс. При этом есть и родители, которые считают, что ВПР не так уж и плох, так как это своего рода репетиция к предстоящим ЕГЭ. Ожидая от детей высоких результатов, они не забывают о том, что от них зависит общий рейтинг школы. Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Якутск. Якутии в этом году выделили свыше 400 путевок в 4 всероссийских детских центра. Это «Орленок», «Океан», «Артек» и «Смена». Отмечается, что путевки в рамках региональной квоты бесплатные. Проезд либо за счет родителей, либо за счет муниципального бюджета и внебюджетных источников. Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавируса детские лагеря и санатории могли принимать отдыхающих только из своего региона или же из арктических районов. При этом загрузка должна была составлять не более 50%. В Нерюнгре на базе медицинского колледжа стартовала первая республиканская олимпиада профессионального мастерства. Умения показывают студенты среднепрофессиональных специальностей. По направлению акушерское дело Тамара Игнатьева продолжит. Преподаватель Алданского медколледжа Ольга Климова привезла на соревнования 2 лучших студентов. Для них участие в первой республиканской олимпиаде профмастерства не только защита чести своего учебного учреждения, но и опыт работы. Потому что я так понимаю, что акушерское отделение первый раз участвует в Олимпиаде. То есть как первопроходцы узнать, как это проходит, с чем столкнемся, к чему готовиться в следующий раз. Анжелика Вензель является студенткой 2-го курса. Готовится стать акушером. Неделю готовились к этому. И нам все показывали, рассказывали. Было очень интересно. Я рада, что нас позвали на Олимпиаду в Нерингре. Мы тут первый раз. Также свою команду представил Якутский медколледж. Всего участников Олимпиады, включая их, 4 человека. Представители хозяев, к сожалению, выбыли из участия в связи с эпидемиологической ситуацией. Сегодня на поезде только приехали, и привезла я 2 участников на Олимпиаду. Готова бороться и представлять свой колледж. Достойно представить свой колледж. Олимпиада организована в 3 этапа. Сегодня участники прошли тестирование, которое состояло из 3 заданий. Для олимпиадников подготовили 60 вопросов по знанию латыни, фармакологии и так далее. Затем участников ожидал перевод текста с английского на русский. У нас сегодня текст именно отражает суть работы акушерок. Называется «Гигиена ребенка». Текст по уровню простой, то есть перевод его заключается именно в переводе без словаря, без использования словаря. Завтра участников Олимпиады ожидает основной этап – практические навыки, где каждая участница сможет продемонстрировать свои умения в акушерском деле. Оценит работу конкурсанток экспертная комиссия из врачей и акушеров Нерингринской ЦРБ. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерингри. В этом году исполняется 100 лет республиканскому профсоюзному движению. Какие планы на этот счет у Алекминска, знает Елена Фаст. Все большее значение приобретают профсоюзные организации. В первую очередь это защита интересов трудящихся. В Алекминском районе 98 первичек. В основном это структурные организации, кроме здравоохранения, образования и райкома профсоюзов работников культуры. В последнее время статус члена профсоюза растет, отмечает Николай Павлович Котенко. Если, допустим, 5 лет назад, когда происходила реформация и
выходили членами профсоюза, то в этом вот последние 5 лет, особенно 3 года, наблюдается наоборот приток, особенно молодежи. Сегодня создано даже в сфере предпринимательства торговое единство на уровне республики профсоюза. Если в 2017 году, когда был выездной совет федерации в нашем Алёкминском районе, кладовая Лёкма у нас была не членами профсоюза. Сегодня они являются членами профсоюза. Управление сельского хозяйства при Министерстве сельского хозяйства, и их охват 198 человек. То есть это очень большая сила. На совещании обсудили ряд вопросов, в том числе и празднование 1 мая. Возможно, что и в этом году это будет лишь режим онлайн. Но в любом случае мы по уровню прошлого года подготовили уже мероприятие. Пройдет оно, наверное, скорее всего, в режиме онлайн. Каждое предприятие сделает небольшой видеоролик до 3 минут, и мы примем активное участие в республиканских мероприятиях, посвященных 1 мая. Но, конечно, не только праздники. Профсоюз может и должен практически действовать. Много лет занимаясь, профсоюз остался единственный орган, который может воздействовать на работодателя, соблюдая его социальные гарантии, льготы и так далее, законы нашей Российской Федерации. Поэтому многие молодежь не понимает. Надо объединяться, чтобы как-то вырабатывать одно какое-то целое решение по улучшению условий труда, занятости, социальных гарантий, льгот, ну и в конце концов зарплаты. Елена Фаст, Максим Копылов, Алёкминск. К этой минуте у нас все. До встречи в эфире.